Наша татарская культура сейчас находится под большой угрозой, и это очень печально. И раньше я как-то относилась к этому достаточно нейтрально, потому что жила среди этого всего в Татарстане. А сейчас, когда я переехала сюда, то поняла, насколько это вот твое, оно вот тепло тебе дает, именно душевное. И я начала за это бороться сама, потому что я понимаю, что я носитель этого всего, я носитель этой культуры, я носитель этого языка, и я могу передавать это людям и делиться с этим, потому что очень мало людей, именно даже в пределах Москвы, знают, что такое татары, и что это другая национальность, что они живут внутри страны нашей, что они несут другой язык, у них свои традиции, культура, и что это все очень интересно. И вот когда я приехала сюда, и мои однокурсники узнали об этом, они в большом восторге были, они всегда просят меня поговорить на татарском языке, что-то спеть им на татарском языке, как-то пообщаться с кем-то. Особенно у нас несколько человек учатся на курсе татар, и мы между собой можем разговаривать свободно, и никто не понимает, о чем мы вообще. И очень интересно, когда мы что-то рассказываем о том, как мы живем в Татарстане, как у нас проходят традиции. Очень интересно людям, как проходят свадьбы, как проходят дни рождения, как просто приглашают домой, как читают Коран, как вообще молятся люди. Для них это настолько интересно и настолько экзотично, что хочется постоянно этим делиться и рассказывать людям, что есть такие люди, такая национальность, как татары, что они очень гостеприимные, они очень душевные. И я зову всех своих однокурсников всегда в Татарстан, они приезжают, все это попробуют на все свои чувства, которые есть, и они в полном восторге уезжают, потому что они говорят, это что-то незабываемое. Они говорят, ты так рассказываешь, что хочется с тобой взять, собрать вещи и уехать в Татарстан жить. Я говорю, давайте поедем, это вообще без проблем. И я всегда, даже в общежитии, у нас вот есть, мы устраиваем такие свои татарские дискотеки, ставим песни, танцуем, причем народные танцы свои, разговариваем, а также вот я готовлю всякую нашу, так сказать, кулинарию, кастыбы, это вообще моя любовь, это мое детство, и я рассказываю всегда, как это все готовится, как это все делается, как это потом все вкусненько-вкусненько кушается, и так я считаю, что я приобщаю людей к Татарстану и вообще к татарской культуре, и что у меня есть такая возможность рассказывать людям о своей национальности и о том, что я внесу себе. Мне кажется, это довольно просто и сложно одновременно, просто потому что у нас есть татарская музыка, у нас есть татарские народные танцы, которые в Москве есть прекрасное место, которое называется тоже еще один татарский штаб, если можно так сказать, привет, Танцлу, где преподают танцы и может заниматься любой желающий, и также преподают вокальное мастерство, где можно исполнять народные татарские песни и не только народные. И на самом деле это довольно распространено. Если у тебя есть желание, то сохранить свою национальность и распространять ее, то это вполне возможно. Что насчет распространения языка, то с этим, наверное, будут сложности, потому что все-таки, обучаясь в университетах или работая, у нас мало времени, чтобы говорить на своем родном языке. Но здесь, в татарском штабе, как раз есть такая возможность, что очень приятно, когда ты приходишь, и у тебя есть возможность говорить на своем родном языке, где тебя точно поймут, большинство, по крайней мере, людей. Боргызга салям, дуслар. Расскажу немного о своей истории, о том, как поддерживать татарскую культуру в мегаполисах. В момент, когда я поступил в Москву, я очень скучал по родному Башкортостану, по близким, родным, друзьям. В том числе среди моих друзей было очень много татар, и мне не хватало этой татарской теплоты, татарской души, так скажем. И я начал искать, куда можно сходить, и что было первым, одно из самых, это мероприятие, которое организовал РГУ нефти и газа, их землячество. Соответственно, у них был день татарской культуры, и я пришел туда, нашел очень много новых друзей и знакомых, и дальше понеслось. Пришел в штаб, потом пошел еще в ТКЦ, и, соответственно, вот эти основные две площадки, куда я хожу, и они помогают, так скажем, сохранить татарскую культуру. И я считаю, что вот такие мероприятия нужно посещать татарам, чтобы сохранить свои традиции и сблизиться с татарами.
На своем опыте могу сказать, что я сама татарка, но в силу обстоятельств мне нужно было переезжать из некоторых стран, то есть я и побывала в Колумбии, в Турции, ощутила культурное влияние на себе, и на самом деле было не очень-то просто, особенно среди коллектива русскоязычных, латиноамериканского коллектива тоже такое было, и многие не знали, кто такие татары, особенно вот такой момент был с турками. Я помню, на курорте как-то вот спросил турецкий экскурсовод, то есть откуда вы, из какой страны. Я сказала, что вот из России, но татарка, вот из Казани. И он спросил такой казан, ну, потому что казан с турецкого это вообще ведро, да, котел. Вот, и нужно было объяснять. И в последнее время для меня стало важно именно правильно идентифицировать свою культуру. И вот я сама учусь в МГИМО, Московском международном институте международных отношений. И для меня это вот, у нас существует татарский клуб имени Ахтамзяна МГИМО. Вот, и мы проводим различные мероприятия, участвуем в фестивале кухонь. Вот именно еда, музыка, танцы, песни вот сближают на самом деле. И через именно эти инструменты можно познать культуру разного народа. Ну, в моем случае татарского народа. Но при этом я себя идентифицирую как вот человек мира, то есть я ко всему открыта, к любой культуре, но при этом не забываю про ценности, которые мне передала моя семья, мой род, потому что считаю это очень важным.